Новый год – новые правила. С 1 января 2022 года жизнь работодателей изменится. Появится новый способ взаимодействия с потенциальными работниками. Цифровизация коснулась и трудовое законодательство. Работа России – новая перспективная платформа. Вакансии будут видны на всю страну. И предложения из разных регионов со всей страны могут быть. Поэтому у нас вызовы в каком смысле слова? Надо подтягиваться и по системе оплаты труда, по созданию условий труда, рабочих мест. За этот год 552 безработных нашли свое дело именно по этой программе. Теперь, в грядущем 2022 году, вакансии на ней будут обязаны размещать все предприятия штатом более 25 сотрудников. Здесь поправки в закон они унифицировали сам механизм предоставления в службу занятости информации о вакансиях. То есть, если раньше был такой вот ручной, что ли, способ работы, то на сегодняшний день сам процесс регламентирован. Вместо кучи бумаг – электронные резюме и объявления. Удобство такого нововведения уже оценили многие работодатели. Хочется отметить, что в концерне «Тракторные заводы» рост объемов производства. Например, на тракторном заводе это до 40% у нас вырастает объем производства по сравнению с прошлым годом. И, конечно же, нам нужны люди. И эта мера поддержки помогает нам укомплектовать штат персонала и достойно выполнить тот план производства, который у нас есть. Привыкнуть к изменениям будет нелегко, поэтому принято решение проводить такие собрания как можно чаще, чтобы помочь друг другу освоиться в цифровом мире. Анна Центовская, Роза Деменцова, Игорь Зверев, Республика.